Рахмон снова прошелся по хаджу и умре. Саммит стран-участниц ШОС. Таджикистан. Продукты подешевеют? 27 июня Эмомали Рахмон в поздравительном послании по случаю праздника Айди-Курбон раскритиковал случай повторного паломничества жителей страны к святыням ислама, который он назвал излишеством и показухой. Посещение Божьего дома превратили в своего рода семейное соревнование и совершают хадж по нескольку раз, как, например, умра или малый хадж, сказал он. Вместе с тем, сам Рахмон, однако, также не ограничился одним паломничеством. Пресс-служба президента в начале июня сообщила, что президент 4 совершал хадж и 2 вошел в Каабу. Напомним, что власти Таджикистана уже далеко не в первый раз критикуют возросший спрос жителей на совершение хаджа. Так, Абдугафор Юсуфов, заведующий отделом международных отношений организации хаджа Комитета религии, в своей статье в ведомственном журнале «Дин Ваджомиа. Религия и общество» написал, что некоторые люди совершают паломничество только для того, чтобы заполучить статус хаджи и чувствовать себя важнее остальных граждан. Кроме того, режим ввел ограничения и на первичное совершение хаджа. Сначала в 2010 году совершение хаджа было запрещено лицам моложе 18 лет, а затем спустя несколько лет возрастной ценз был поднят до 35 лет. И, наконец, в 2017 году хадж окончательно был запрещен лицам, не достигшим 40 лет. Примечательно, что вместо совершения хаджа Рахмон требует от населения тратить свои сбережения на благотворительность, тем самым перекладывая свои прямые обязанности на плечи жителей страны. Я обращаюсь к жителям Таджикистана, которые хотят совершить хадж к святыням ислама, особенно к тем, которые хотят совершить данный обряд во 2-й или 3-й раз. В период кризиса свои сбережения израсходовать для нуждающихся семей, устранения последствий стихийных бедствий или благоустройства страны, заявил Рахмон в июне 2009 года в ходе своей встречи с будущими паломниками из Сагдийской области. Президент обещал, что я помогу, так и я остался без жилья. 4 июля в онлайн-формате прошел очередной саммит стран ШОС под предводительством премьер-министра Индии Нарендры Моди. В саммите приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главы 4 центральноазиатских республик. К саммиту присоединился и иранский президент Эбрахим Раиси. По итогам саммита Иран был принят в состав ШОС в качестве постоянного члена организации. На саммите была принята совместная Нью-Делийская декларация, в соответствии с которой Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан поддерживают китайскую инвестиционную торговую инициативу «Один пояс, один путь». Индия, традиционно оппонирующая Китаю, ожидаемо отказалась поддерживать проект «Один пояс, один путь», так же, как и отказалась подписывать стратегию экономического развития Шанхайской организации сотрудничества ШОС на период до 2030 года, ссылаясь на то, что окончательный вариант текста содержал слишком много отсылок к китайским дипломатическим инициативам и политическим идеям, которые отражали важнейшие для председателя КНР Си Цзиньпина политические проекты, такие как глобальная инициатива развития. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил сожаление, что в ШОС нет механизма финансирования экономических программ. Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Поэтому предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда, заявил казахстанский президент. Его поддержал Садыр Жапаров. Достойно сожаления, что в течение длительного времени мы не продвинулись в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации. Стоит напомнить, саммит ШОС прошел через 2 недели после государственного визита в Вашингтон Нарендры Моди, по итогам которого президент США Джо Байден назвал Индию одним из самых близких партнеров американцев в мире.
Нижняя палата парламента РТ внесла изменения в закон о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2023 год, согласно которому государственное унитарное предприятие по производству, закупке, хранению и реализации товаров первой необходимости в городе Душанбе освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 50% и полностью от уплаты таможенных пошлин. Об этом пишет Азия Плюс. ما در سالهای پیشین یک چند کارخانه ها شرکت ها را از اندازه‌بندی پرداخت آزاد کردیم. Ранее льготы действовали по отношению к импорту товаров из стран, которые подписали соглашение о свободной торговле СНГ. Новые изменения же предусматривают освобождение от выплат товаров первой необходимости, импортируемых из всех стран. С внесением указанных изменений в закон появится возможность регулирования цен на товары и продукты на рынке, обеспечение необходимых запасов основных продуктов питания и объемов импорта муки, растительного масла, сахара и других предметов первой необходимости на необходимом уровне, разъяснил замминистра финансов Сарвар Курбонион. Наблюдатель отмечает, что истинные намерения властей могут отличаться от декларируемых, ведь льготы от налоговых выплат и таможенных сборов в Таджикистане обычно предоставляются только предприятиям, тесно связанным с президентским кланом, что позволяет им существенно увеличить прибыль за счет экономии на налогах и таможенных сборах. Так, например, в сентябре 2021 года от уплаты налогов на 7 лет было освобождено ООО «Мармари», которым, по данным радио Азади, руководят люди, близкие к Рустами Мамалии. В марте 2017 года от уплаты налогов на 10 лет было освобождено ООО «Амири», принадлежащее Зарифбеку Давлатову, зятю Эмомали Рахмона. Также ранее были освобождены от налоговых и таможенных сборов совместные таджикско-китайские предприятия Хуаксин Гаюр Цемент и Хуаксин Гаюр Индастриал, принадлежащие сыну бывшего вице-премьера Асадулло Гуломову Акбару Гуломову. 20 миллион долларов америкоиро дар бар мегирад ки аз ин модат 4 миллион озир бо дастгири ҳукумати ҷумҳурӣ ва маҷлиси олӣ 4 миллионшо ба мо кӯмак кард.